Здравствуйте, уважаемые любители спорта. Спортивная мозаика снова с вами. Сегодняшняя наша передача «Спортивная мозаика» будет полностью посвящена 4-й спартакиаде среди спортивных журналистов Кыргызской республики, которая проводилась в селе Чоктал Исыкульской области на территории пансионата «Солнышко». На эти состязания прибыло около 50 журналистов, почти что из всех средств массовой информации нашей страны. Впервые приехали на эти соревнования представители Баткена, телевизионный журналист Ачурек Канабек-кызы, Майрамбек Амурбаев из Нарынского телевидения, Телек Айталиев, Талас, Жолдубай Айткулов, Ош Интемак ТВ. Наша КТРК была представлена 6 журналистами. Это Улан Касенов, КТРК Перечи радио, Тимирлан Джумабеков, Зиярат Исимбай, Нурсултан Максатбеков, Нурболот Улу Нурсултан и ваш покорный слуга Канай Аламанов. Состязались спортивные журналисты по 5 видам спорта в 3 возрастных категориях. Все журналисты по жребию были распределены по 4 командам. Это команды Джаштык, команда Кочевник, Алга и Пушки. Итак, перейдем к спортивным баталиям. Первый вид состязания – это были личные соревнования, сдача нормативов ГТО по общей физической подготовке, включающая в себя бег на 60 метров, наклоны вперед и прыжок в длину с места. Среди представительств прекрасного пола до 29 лет в спринте лучше оказалась Нурпииль Сагынбекова из телекомпании НТС Спорт. До 29 лет. Это. Второй была Тумара Туратбекова из Кабар Кейджи. И третье место поделили Гульдана Туратбекова, Спутник Кейджи, и Ачурек Канабек-кызы, Баткенское телевидение. В категории до 39 лет победительницами стали Гулиза Авазова и Ксения Толканева, обе Бишкек. Среди мужчин до 29 лет победителями в спринте стали Нурболот Улу Нурсултан, Супер Кейджи, и Тимирлан Бакытов, НТС Спорт. У них одинаковое время 7,8 секунды. Бронзовый призер Аскар Маратов, ЛТР. В возрастной категории до 39 лет победителями стали Асхат Касымбеков, НТС. Вторым был Джолдубай Айткулов, Ош ТВ. И третьим Улан Касенов, КТРК Перечи радио. Среди самых старших победил Канай Аламанов, КТРК Спорт. На втором месте Табалды Асагалиев, газета «Осман Пресс». И третье место у Александра Шепеленко, газета «Слово Кыргызстана». Второй вид общей физической подготовки – это наклоны вперед. Здесь надо иметь неплохую гибкость и нормальную координацию, так как необходимо выставлять кисти руки подальше от носков ног. И здесь Нурпииль Сагынбекова стала первой. Второй была Тумара Туратбекова, Ачурек Канабек-кызы. У мужчин лучшими стали Адилет Керимбеков, Суперинфо, и Маратов Аскар, ЛТР. И бронзовая медаль у Марата Эсенбая, КТРК Спорт. До 39 лет победил Джолдубай Айткулов, и в старшей возрастной группе ваш покорный слуга Канай Аламанов. В прыжках в длину лидеры сохранили свои позиции, сумев показать неплохие результаты. И в итоге чемпионами 4-й спартакиады спортивных журналистов по сдаче нормативов ГТО по общей физической подготовке стали в возрастной категории до 29 лет. Третье место Тумара Туратбекова, Кабар, Гульдана Талантбекова, Спутник Кейджи, и победительница Нурпииль Сагынбекова, НТС Спорт. У мужчин третье место Тимирлан Бакытов, НТС Спорт, второе место Аскар Маратов, ЛТР, и чемпион в этом возрастной категории Нурболот Улу Нурсултан, Супер Кейджи. В категории до 39 лет чемпионка Гулиза Авазова, Барометр Кейджи, вторая Ксения Толканева, Спорт Кейджи. У мужчин в этой категории бронзовый призер Улан Касенов, КТРК Перечи радио, второе место у Джолдубая Айткулова, Ош Интемак ТВ, и чемпионом стал Асхат Касымбеков, НТС Спорт. В старшей возрастной группе Александр Шепеленко, Слово Кыргызстана. Третье место, серебро у Табалды от Асагалиева. И золотая медаль
у Аная Аламанова. Готово? Очень интересно и азартно прошли состязания по перетягиванию каната. Здесь все 4 команды, а это команда «Кочевник», капитан Александр Щепеленко, помощник Тимур Ногоев, команда «Пушки», капитан команды Тахир Гафуров, НБТ, и Асхат Асымбеков, НТС, были фаворитами турнира, поскольку в их командах выступали более атлетичные журналисты. А в перетягивании каната это весомая поправка. Ну и команды «Алга», возглавляемая Табалды Асагалиевым и Джолдубаем Айткулу, и команда «Джаштык», возглавляемая мною и Адилетом Кельбековым, Суперинфо, не собирались просто так сдавать свои позиции. Состязания проводились по круговой системе и вызвали много споров и пересудов. Проходили по эмоциям не хуже, чем чемпионат мира по футболу. Как и ожидалось, фавориты сумели поддержать свое реноме и вышли в финал. Ну а в борьбе за 3-е место встретились команда «Алга» и «Джаштык». Здесь моя команда «Джаштык» сумела сосредоточиться и выиграть у своих соперников и таким образом завоевать бронзовые награды. В финальной встрече сошлись команды «Кочевник» и «Пушки». Посмотрите, как проходил чемпионский поединок. В итоге «Пушки» сумели победить в этой встрече со счетом 2-0 и стать чемпионами нынешней спартакиады. Итак, 3-е место у команды «Джаштык», 2-е место и серебряная награда у команды «Кочевник». Вот состав команды: Гульдана Талантбекова, Гульджан Турдубаева, Аскар Маратов, Зиарат Исенбай, Улан Касенов, Тимур Ногоев и Александр Щепеленко. И, наконец, чемпионами стала команда «Пушки». Состав команды: Ксения Толканева, Ачуре Канабек Кызы, Нурсултан Нурболот Улу, Адилет Тимирланов, Адилет Иманов, Асхат Касымбеков и Тахир Гафуров. Когда включили в программу соревнований Тогус Коргол, то многие журналисты заволновались. Как же так? Ведь не все умеют играть в эту древнюю кыргызскую национальную игру. Но организаторы спартакиады спортивных журналистов нашей страны, Госагентство по физкультуре, спорту и молодежи политики при правительстве Кыргызстана хорошо продумали этот вопрос и пригласили провести эти состязания одного из зачинателей этой игры в нашей стране, главу Федерации и неоднократного чемпиона Кыргызстана и победителя многих международных состязаний Камчебека Касымова, который провел мастер-класс и рассказал о правилах этой мудрой игры всем спортивным журналистам. К сожалению, я в этот день утром не смог прибыть на это мероприятие и успел только к полудню, когда соревнования уже начались. А мне так хотелось научиться играть в эту древнюю кыргызскую игру. Но ничего, придется осваивать эту игру самостоятельно. Итак, от каждой команды выступало по 2 участника: 2 девушки и 2 мужчин. Сразу отметим, что эта игра понравилась всем. Те, кто не умел играть, внимательно и очень заинтересованно вошли в эту игру, и надо сказать, что преуспели в первых поединках и показали неплохую игру. После предварительных поединков вперед вырвалась команда «Кочевник» в составе Гульданы Талантбековой и Гульджан Турдубаевой, выигравшей у команды «Джаштык», и команда «Алга» Тумара Туратбекова и Джанара Исенова, которая со счетом 2-0 выиграла у команды «Пушки». И в итоге в борьбе за 3-е место команда «Пушки» сумела выиграть у «Джаштыка» и завоевать бронзовые медали спартакиады. В финале сошлись команды «Алга» и «Кочевник». Решающие встречи Тумара Туратбекова и Джанара Исенова, команда «Алга», выиграли у Гульданы Талантбековой и Гульджан Турдубаевой, «Кочевник», и стали золотыми призерами нынешней спартакиады журналистов. Среди мужчин в борьбе за 3-е место сошлись команда «Алга» и «Пушки». В этой встрече победили пушкари в составе Адилета Тимирланова и Нурсултан Нурболота Улу. У них бронзовые награды. В финальной встрече сошлись команды «Джаштык» и «Кочевник». В очень упорной борьбе с минимальным преимуществом победили представители «Джаштыка» Телек Айталиев и Тимирлан Джумабеков. Они чемпионы по Тогус Корголу среди мужчин. После окончания первого дня состязаний нашей спартакиады поздравить спортивных журналистов приехало руководство Госагентства физкультуры и спорта,
во главе с директором Ханатом Маратовичем Аманкуловым и руководство пансионата «Солнышко». Ханат Маратович сердечно поздравил журналистов, прибывших на эти состязания, с профессиональным праздником и пожелал успехов в оставшихся видах программы и рассказал всем присутствующим о ближайших планах ведомства в деле развития физической культуры и выступления в большом спорте. Сегодня уже 4-й год подряд Государственным агентством по делам молодежи, физкультуры и спорта проводится спортивные соревнования среди спортивной журналистов. Это ежегодно проводится в преддверии или в день профессионального праздника. Для каких целей? Это для того, чтобы объединить спортивных журналистов, региональных, центральных журналистов, чтобы они друг друга знали. Во-вторых, чтобы они сами испытали, что такое спорт. В-третьих, организовать для них праздник, чтобы они сами это увидели, как это спорт, чтобы писать, критиковать, вносить предложения. Кроме этого, это такая хорошая площадка, когда со всеми журналистами можно одновременно пообщаться на любую тему, в особенности вопросы, касающиеся развития физической культуры и спорта, политику, проводимую Государственным агентством, цели, задачи, чего достигли, какие упущения есть и что у нас ждет в перспективе. И сегодня это не исключение, и в преддверии этого праздника я бы всем нашим спортивным журналистам пожелал бы здоровья, благополучия и острого пера. Жаштар иштери дене тарбия жана спорт агенттиги тарабынан жыл сайын ошол 2-июлга утурлай спорт журналисттеринин майрамына карата атайын ушундай иш-чараны майрамдык иш-чара өткөрүп келет. Чынында эле бул иш-чара бир гана биздин спорттук тажрыйбабызды андан ары өнүктүрбөстөн жана ошол тажрыйбабызды алмашпастан бул жерден биз биримдикке, бир өзгөчө бир үй бүлөлүк сезимдерге да ээ болобуз. Анткени бул жерге бир гана четтөлүү же болбосо ири калаанын журналисттери келбестен жети дубандан журналисттер келип, өздөрүнүн өнөрүн көргөзүп, өздөрү биз менен таанышып, тажрыйбалары менен бөлүшүп, бир өзгөчө жакшы сезимдерди калтырышат. Ошондуктан биз ошол уюштуруучуларга, мамлекеттик ошол жогоруда айтылган Госпорт агенттигинин пресс борборуна чоң ыраазычылык билдирип кетишибиз керек. Анткени жетекчилиги менен бирдикте ушул иш-чараны уюштуруп, ушул бизди биримдикке, ынтымакка, дени сак болууга чакырып жаткандыгына биз терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул турнирге мен биринчи жолу катышып атам. Бардык эле жогорку деңгээлде өтүп атат. Мынакей спорт журналисттеринин арасындагы бул мындай иш-чарадагы жакшы самалык деп бааласак болот да. Себеби баягы көмүскө тагылган спорт журналисттерди ошондой эле ошол спорт журналисттеринин дагы иштерин баалап ушинтип өткөзүп берип атканына чоң рахмат. Эң жогорку деңгээлде өтүп атат. Спорт журналист болуп жүргөндөн кийин бардык эле спорттун түрү менен эле өзүбүз дагы алектенип келебиз. Баягы жаңылануу деле болгон жок. Бирок баягы көптөн бери спортто жүрөбүз, бирок көп өзүбүз ойнобойбуз да. Анан бул жерде ойноп баягы аябай өзүбүзгө да жакшы болуп атат да. Аябай сонун биринчи жолу катышып атам. Ойлогон эмесмин мындай жакшы деңгээлде өтөт деп. Бирок мен ойлогондон дагы аябай жакшы өтүп жатат. Уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдирем. Муну менен эмне кыла алабыз? Биз спортту жакшы чагылдырып, спорттун мындан дагы өнүгүүсүнө өзүбүздүн салымыбызды кошо алабыз. Билбеген нерселерибизди бул жердеги журналисттерден билим алмашып дегендей опыт алмашып, көптөгөн нерселерди үйрөнгөнгө чоң мүмкүнчүлүк түзүлүптүр. Чоң ыраазычылык билдирем. Ойноп жүрбөгөнгө бир аз кыйналып атабыз, бирок ошентсе дагы жакшы жеңиштерге жетишип атабыз. Аркан тартыш боюнча биринчиликте, тогуз коргоо боюнча 3-орунду ээледик. Буюрса эртең футболдун калган финалы болот, ошондой эле волейбол болот. Жакшы ийгиликтер багындырабыз деген үмүттөмүн. Катышуучулар өтө жакшы маанайда. Мен Кудайга шүгүр, нормативден 2-орунду алдым. Командабыз азыр жакшы эле, ийгиликтер. Азыр биздин командабыз 9 корголдо кыздарыбыз 1-орунду алды. Вы команда Качевни! Пляжный волейбол.
Пляжный волейбол впервые был включен в программу состязаний спортивных журналистов. И, наверное, поэтому сначала не все получалось играть хорошо как и у девчонок, так и у ребят. Ведь это сложно играть в пляжный волейбол, причем на песке. Но спортивным журналистам, хотя и впервые, удалось приноровиться к пляжному волейболу. А самое главное, что и здесь, на берегу Иссык-Куля, в этой игре каждая команда стремилась выиграть. И на каждое выигрышное очко все ребята и девчонки реагировали активно и с эмоциями. Жаль, что игры были не в круговую, а так по жребию. Проигравший выбывал в борьбе за первое место. Среди девушек в борьбе за третье место сошлись команды «Алга» и «Жаштык». Здесь победили жаштыковцы и стали бронзовыми призерами нынешних соревнований. В финале играли команды «Пушки» и «Кочевник». В итоге на первом месте после этой игры стала команда «Кочевник» Гульджан Турдубаева и Гульдана Таланбекова. Среди мужчин третье место у Жаштыка, второе «Кочевник». И первое место завоевала команда «Алга». Состязания по мини-футболу проводились в течение 2 дней по круговой системе и вызвали большой интерес. Ведь параллельно с нашими играми по мини-футболу проходил чемпионат мира по футболу большому в России. По правилам игры в составе каждой команды обязательно на поле должна выходить одна представительница прекрасного пола. И игры проводились в 2 тайма по 15 минут. Каждый болды. Пожалуйста. Куда ты? Беш. Вот мандраш. Ойна. До конца. В каждой команде играли по 2 девушки и 5 мужчин. Все команды сыграли очень ровно, и поединки заканчивались либо ничьей, либо с минимальным преимуществом. Но посмотрите сами, вот результаты. 4-4, 2-2, 3-2, 3-1. И вот моя команда «Жаштык» после ничьей 4-4 с кочевниками и минимального проигрыша 2-3 команде «Пушки» не сумела противостоять команде «Алге», хотя держались на равных до последних 5 минут до окончания игры. И вот за эти 5 минут мы пропустили 3 мяча и проиграли сопернику с разгромным счетом 1-6. Нормально. В итоге, благодаря этой победе, «Алга» стала чемпионом спартакиады, набрав 6 очков. Руки! Бер алдыға. Өзің шашпа. Бомбаке! Еще раз. Еще раз!
На втором месте Кочевник 5 очков и на третьем Пушки 4 очка. ЛТР ұрыспағыла, ертең кетесіңер. Денежное вознаграждение 500 сом. Команда Пушки. Себе, такие Классная команда, между прочим. Улыбаемся, Маша. Браво! Команда Кочевник. Талдайка шашпай, мойындарын Серебро жақсы. Алтын алсақ, жалдан молодец. Дядь Саш, вы же капитан команды. Капитан Команды, ты вице-капитан. Вы мне диплом не дали, оказывается. Турнира по футболу стала команда «Алга». Везунчики, поздравляем! Молодцы, умницы. Что самое интересное, алгинцы должны работать. Арақ турбулачы кішкене. Вы начинали как-то тихо, но раскачали. О, Тумар. Давай. Біз болса тауды ағайды сыйлап қойылы. Мен название сондай ұлтмыршы. Алға дегенде. Біз сіздерді жалаңғыда жақшылық алға, кочевнике алға деп аттыңар. Бөт алғалай бергілер. Трехкратный чемпион футболдан. Результаты по волейболу. 3-е место. Самое интересное. Среди женщин команда «Жашты». Команда «Пушки» состав команды Ксения Толкарева и Ачина. Так, дружно хлопаем. Молодец, поздравляю. Давайте вообще фото. И первое место по волейболу среди девушек заняла команда «Кочевник». В командном зачете лучше стала команда «Кочевник», и она завоевала первый приз. Вот так завершилась программа 4-й спартакиады спортивных журналистов 2018 года, проходившая в пансионате «Солнышко» в селе Чоктал Иссык-Кульской области. На этом, дорогие друзья, мы завершаем нашу передачу. Любите спорт и занимайтесь им, и он ответит вам своей благодарностью, отличным здоровьем и хорошим настроением. До новых встреч в эфире.